Система образования в Кыргызстане давно нуждается в изменениях кардинальных. Многие аспекты этой сферы оставались неизменными долгие годы и уже не соответствуют современным требованиям. Устаревшие методики обучения, недостаточно активное использование современных технологий и еще целый ряд проблем. Дети, богатство и будущее страны – это неоднократно отмечал президент Садыр Джапаров. Потому внушительные средства государство направляет именно на сферу образования. На заседании в минувшую среду, где обсуждали развитие дошкольного и школьного образования, глава государства подчеркнул, что инвестиции в человеческий капитал в будущем дадут дивиденды как минимум в 100 раз больше. Мы не имеем права попустительски относиться к состоянию нашей школы. Важно всем четко и ясно осознать, что будущее страны, все важные вопросы нашего народа сейчас решаются и зависят от школы. Человеческий капитал – это главное богатство Кыргызстана, и государство не будет жалеть средств на сферу образования. Кыргызстан будет перенимать модель обучения Сингапура и Великобритании, разумеется, не полностью. Она будет адаптирована под свои условия с учетом политического уклада, экономических возможностей и сложившихся традиций. Системные реформы в школьном образовании коснутся в первую очередь изменений учебной программы. Будет повышено и качество преподавания. В первую очередь мы должны внедрять современные учебные планы и обеспечить школьников учебниками, которые соответствуют новым образовательным стандартам. Для этого был изучен опыт целого ряда стран. Новая госпрограмма «Алтын Казык» будет тесно связана с человеческим развитием, зеленой экономикой и изменением климата. Для этого будут созданы центры инновационных педагогических технологий. Упор будет сделан на развитие у детей логики, новых навыков и креативному мышлению. Поэтому будут совершенно новые учебники и методология, а учителя будут переориентированы. По сути, новая программа «Алтын Казык» полностью изменит содержание и процесс обучения для формирования конкурентного кыргызстанца в глобальном мире. Результаты реализации этой программы, как отмечает президент Садыр Джапаров, должны быть ощутимыми. Реформа деген сөздің барқы дағы, маниси дағы кетіп қалғандай болып отыр. Новая программа не должна превратиться в очередную реформу ради реформы, а должна заложить прочную основу социально-экономического развития страны на десятилетия вперед. За последние 3 года построено 219 школ, это в 3-4 раза больше, чем строили в прежние годы. Однако, наряду со строительством новых образовательных учреждений, необходимо уделять внимание вопросам модернизации образовательных программ и улучшению их состояния. Упор будет сделан и на STEM-образование. Это современный подход, в основе которого лежит интеграция научных, технических, инженерных и математических дисциплин. Так школьники будут развивать ключевые навыки, в их числе креативное мышление, критический анализ и цифровая грамотность. Сегодня STEM-специалисты самые востребованные на мировом рынке труда. Это физика, математика, химия, биология, информатика. По этим предметам подвести содержание к мировому уровню. Для этого делается по нескольким направлениям работа. Что делается? Сначала мы изучали содержание этих предметов по системе Кембриджа, по системе Оксфорда. Они дали свое согласие, чтобы мы эти книги, которые я рассказал, на всемирном уровне содержания по кембриджской системе, будем адаптировать. Для этого преобразовываем содержание предметных стандартов по этим STEM предметам и по гуманитарным предметам тоже. Здравствуйте, ребята! С утра ученики 96-й школы Вакурдо сдают свои смартфоны в специальный бокс и получают их после уроков. Такое правило здесь действует не первый год, и результат весьма положительный, рассказывает учитель Анар Кзаева. Существует международная практика, которая запрещает использование мобильных телефонов на уроках. Эту практику поддерживаем и мы. Поэтому мы проводим общешкольное собрание с родителями. Там мы обсудили как раз вопрос, чтобы и родители тоже дозированно давали телефоны детям. Во-первых, это мешает их урокам. Во-вторых, портится зрение учеников. В-третьих, они отвлекаются и смотрят ненужную информацию, которая не полезна для них. Концентрация внимания стала лучше. Ребята сами поняли, что телефон
Если он чрезмерно используется, вреден. И поэтому ребята сами стали себя контролировать. Потом контроль стал со стороны родителей. Родители тоже стали контролировать своих детей, что они смотрят, какую программу смотрят. Может, некоторые игры все-таки надо запретить. Это просьба наших учителей. Запретить некоторые игры, потому что они очень сильно увлекают детей. Сами ученики рассказывают, что к такой традиции уже привыкли, хоть в первое время и было сложно. Признаются, что до этого во время уроков могли отвлекаться на популярные соцсети. К нововведениям в школе положительно отнеслись и родители учеников. Говорят, что это поможет детям сконцентрироваться на учебе и улучшить успеваемость. Как только приходим в школу, сдаем телефоны. Берем только в том случае, если звонят родители. Заметил, что начинаю отвыкать от смартфона. В день пользуюсь им не больше 2 часов. Полностью согласен с тем, что в учебное время пользоваться телефоном необходимости нет. Так дети будут лучше учиться, внимательно осваивать предмет. А после школы можно и мультфильмы посмотреть, и поиграть. У меня дочка первоклассница. На смартфон выделяем не больше 2 часов в день. И обязательно следим за тем, что именно она просматривает в телефоне. Школьный психолог рассказывает, что полностью оградить современное поколение от гаджетов не представляется возможным, но важно создавать условия, чтобы ученики больше общались друг с другом. А после школы родители могут организовать ребенку активную деятельность, в том числе спортивные секции. Были случаи, когда ученики приходили ко мне и спрашивали, как преодолеть зависимость от мобильного телефона. Я объясняю, что важно найти более полезное дело, выделить какое-то определенное количество времени на просмотр соцсетей и отключить ненужные уведомления. Сейчас ведь дети не только ищут полезную информацию, но и постоянно играют, очень любят соцсети, и поэтому прекращают живое общение друг с другом. А практика, которую мы используем в школе, необходима прежде всего для того, чтобы развивались их коммуникативные навыки, командной работы, чтобы они постоянно не отвлекались во время уроков. Тему вреда и пользы смартфонов в школах накануне поднял президент Садыр Джапаров. Мектеп окуучулардын чөнтөк телефонун колдонуусун мектепте билим алышына, жалпы окуу процессине кандайдыр бир терс таасирин тийгизип жатканына көңүл буруп, туура чечим кабыл алышыбыз керек деп турамын. Обратите внимание на международную практику, запрещающую использовать мобильные телефоны в школах. Разверните широкое общественное обсуждение пользы и вреда телефонов, которые отвлекают школьников от учебного процесса. Министерству образования и науки необходимо обратить внимание на то, насколько негативно использование телефонов влияет на учебу детей, и совместно с родителями примите правильное решение. Соответствующую работу Минобраз совместно с родителями школьников проведут уже в ближайшее время. Рассматривая мировую практику, запрет на смартфоны в школах сегодня действует во Франции, Азербайджане, Греции. Еще в ряде стран это решение каждая школа принимает самостоятельно. А вместе с обновлением образовательной программы начинается поэтапный переход на 12-летнюю модель обучения в школах. Так, обязательным школьным образованием будут охвачены 100% 5-6-летних детей. В данное время всем известно, в школе у нас нулевая подготовка есть, которая составляет 480 часов проходит, потом в детском садике проходит, все это повторяется, дети обучаются и по сложению арифметических действий, по изучению букв, и она повторяется. Мы это делаем с 1 по 6 класс начальное обучение, с 7 по 9 класс это основное образование, и общее основное образование у нас это профильное обучение называется. Мы дадим направление, кто хочет в будущем кем стать, по всем направлениям, именно по выбранным профессии обучать. И итого мы получим 12-летнее обучение. Словом, в Кыргызстане намерены создать систему образования с учетом национальных особенностей и прогрессивного опыта зарубежных стран в этой сфере. Образовательное содержание будет обновлено в соответствии с современными тенденциями, которые обеспечат развитие конкурентоспособного человеческого капитала для экономического благополучия страны. Аяна Дюшикеева, Азамат Джапаков, Алату 24.